Доброе утро, друзья! Мы продолжаем наш эфир, и мне бы хотелось вам представить нашего гостя. Это Александр Васильевич Власов, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии. Доброе утро! Поговорим мы сегодня о Дне молодого избирателя. Столь, допустим, мне очень близко, Александр Васильевич тоже близко, потому что в свое время он возглавлял Госкомитет по делам молодежи республики и постоянно в этой каше варился. Что это за день, как его отмечают и с чем он связан у нас? Ну, он связан с тем, что для государства необходима активность и знание нашей молодежи законодательства избирательного и участие в выборах. И в 2007 году было определено, что в третье воскресенье февраля будет проходить именно День молодого избирателя. С 2017 года было изменено, что значит, сами субъекты могут определить эту дату. Действительно, воскресенье неудобно, поэтому мы определили именно 15 число Днем молодого избирателя, с чем я всех наших молодых избирателей поздравляю. Но для нас очень важно это то, чтобы наши молодые люди, ну, во-первых, знали законодательство, которое связано с выборами, участвовали в выборах, ну и были теми активистами, которые содействовали в проведению самих выборов. Вообще, кого можно отнести к молодым избирателям? Ну, согласно сегодняшним решениям, которые приняты в Российской Федерации, к молодым людям относятся люди до 35 лет. Ну и, конечно, еще особо хотелось бы выделить тех людей, которые первый раз голосуют. Ну, у нас в республике это в зависимости от выборов это от 10 до 20 тысяч человек. Ну, вот были у нас выборы в марте месяце, были выборы в сентябре, и на мартовских выборах президента Российской Федерации к такой категории у нас, кто пришел первый раз голосовать, было 10 тысяч человек. Вот вы уже 5 лет являетесь заместителем председателя Центральной избирательной комиссии. Вот можно какую-то тенденцию отследить? Как часто молодежь ходит на выборы? Как активно принимают участие молодые кандидаты? Вообще интересно ли это молодежи или нет? Ну, нужно сказать, что молодежь, она как-то не выделяется из всей структуры голосующих. В принципе, примерно такая же и явка. Мы отслеживаем до 30 лет, как принимает участие молодежь. Она составляет третью часть всех наших избирателей. И, в принципе, в зависимости от дня выборов, они также принимают свое активное участие. Другое дело, что вот тех мероприятиях, которые связаны с пассивной какой-то ролью, ну, допустим, выдвижение кандидатами, здесь у нас молодежи значительно меньше. Но еще меньше становятся избранными либо депутатами, либо главами администрации. У нас вот сегодня в Государственном собрании ЛТМН до 30 лет единственный человек, который является, ну, в этой категории молодым человеком. Сегодня в наших избирательных комиссиях, а это очень важно, у нас лишь только каждый 8-й это молодой человек, который моложе 30 лет. И, конечно, одна из задач, и мы ее сегодня преследуем, это то, чтобы молодые люди поняли, что не только участие в выборах, но и активное участие в тех делах, которые связаны с проведением самих выборов, тем более участие и баллотирование на различные должности, они очень важны и нужны всей нашей республике, да и думаю, что России, потому что именно молодые, они определяют будущее развития общества. Ну, вот очень часто мы видим в интернетах, в социальных сетях вот избитую уже фразу «за нас уже все давно решили, зачем идти, кому это нужно и можем ли мы вообще на что-то повлиять, наш голос». Вот вы как считаете? Ну, я считаю, что это не так. Во всех случаях у нас в республике, я думаю, что и в России, проходят чистые и честные выборы. Ну а для того, чтобы это было так, и мы бы могли говорить с полным основанием, это участие значит, наших партий. Они сегодня участвуют во всех процессах, которые проходят выборные. Это участие молодых людей. У нас сегодня они могут участвовать и как члены избирательных комиссий, как те люди, которые значит, участвуют как наблюдатели. Вот у нас внесено изменение в законодательство, и сегодня на всех выборах могут быть сформированы через Общественную палату республики общественные наблюдатели. Ну и, конечно, вот от политических партий можно также участвовать как наблюдатели. И вот все выборы, которые проходили под флагом этого законодательства, они говорят о том, что такой большой народный контроль, он говорит о том, что выборы проходят честно и каких-то нарушений при выборных процессах нет. А в День молодого избирателя что будет проводиться у нас в республике? Да, у нас проводится, ну, безусловно, это вот различные средства массовой информации, в том числе и вот сегодняшняя наша с вами утренняя встреча. У нас проводится ток-шоу, различные игровые мероприятия, встречи с молодежью
в школах, учебных заведениях. Поэтому большой спектр мероприятий, которые пройдут и 15 числа, хотя это как бы дата, а так у нас некоторые мероприятия в наших районах и городах, они начались с 1 февраля, и по сути своей они будут идти до где-то 15 марта. То есть это большое количество интересных, важных для молодежи мероприятий, где мы будем объяснять важность и нужность их участия в выборах для того, чтобы действительно вот результаты выборов показали, что в нем принимает участие все население нашей республики. Тогда, наверное, и политическое лицо нашего общества будет объективным. Вроде бы вот так вот каждый год какие-то выборы происходят. Но избиратели уже для себя определили, что в прошлом году прошли самые массовые выборы. Это выборы президента, выборы главы Якутии, выборы депутата Валтумена, главы Якутска, Гордумы. То есть все крупные выборы на ближайшие несколько лет уже закончились. А какие выборы тогда остались? Ну, я хочу сказать о том, что да, действительно, вот те многоуровневые выборы, которые прошли в прошлом году, они очень серьезные. Нам пришлось много поработать вместе с нашим активом. Но, тем не менее, выборные процессы, они происходят постоянно. Так определило наше законодательство. Если представители представительного органа, а тем более исполнительного органа, по каким-то причинам уходят в отставку, то не позднее, чем 4 месяца мы должны провести выборы. Поэтому выборные процессы идут постоянно. Ну, вот ближайшие выборы у нас пройдут буквально вот на следующей неделе, 17 марта. Но мне бы хотелось еще раз поздравить всех молодых наших ребят с Днем молодого избирателя, пожелать самое главное участия в выборах. Спасибо большое, Александр Васильевич, за столь интересный разговор и подробную информацию. Хочется пожелать действительно, чтобы День молодого избирателя стал каким-то интересным праздником, куда молодежь бы могла ходить и участвовать в этом активно.